политической системе существует ряд функций. Их можно условно разделить на два крупных блока. Функции входа и функции выхода. Вот сегодня мы будем говорить о функциях входа. Мы в прошлый раз говорили о том, что есть импульс такой, так называемый вход в систему, когда окружающая среда, общество делает посыл в сторону власти. Так вот, как раз сегодня будем говорить об этом посыле, то есть о входе. 4 функции входа мы различаем. Первая – политическая социализация. Политическая социализация, или ее еще называют привлечение к участию. Что за функция? Начинается она в жизни человека очень рано. На самом деле ребенок уже с 3-5 лет задумывается над тем, в каком он живет обществе, то есть в дошкольном возрасте. В период школьной жизни он набирает большой объем знаний, например, на таких школьных предметах, как история, обществознание. Конечно же, очень большую роль играют его родители, семья, окружающая среда, средства массовой информации, культура, учреждения культуры. Все вместе, в конце концов, формирует из индивида гражданина. То есть цель политической социализации – это формирование гражданина конкретной политической системы. Ребенок родился, он пока какой? Никакой. У него есть пол, у него есть какие-то индивидуальные признаки, но гражданство, гражданские отношения, гражданские чувства у него появятся намного позже, и он превратится в гражданина, например, Китая, в гражданина России, в гражданина Казахстана и так далее. Да? Вот для этого должна система хорошенечко поработать. Я хочу подчеркнуть, что самую большую роль, конечно же, играет семья, потому что бы ни говорили в школе, какую бы информацию не слышал ребенок из СМИ, семья создает основной фон. Она дает общее настроение, скажем, любви, нелюбви к своей политической системе, то есть патриотизма или его отсутствия. И поэтому, конечно, родителям надо обращать особое внимание на то, что они говорят о своей родной стране, какую несут они атмосферу, посыл в сторону своих детей. В конце концов, от этого зависит, будет ли в будущем их ребенок чувствовать себя счастливым или, может быть, не очень счастливым, живя в данной стране. Поэтому, конечно, вот эта функция социализации, она очень важна. Государство тоже должно вкладывать достаточно средств, прилагать достаточно большие усилия для того, чтобы социализация проходила гармонично. Так, например, должен достойно оплачиваться труд педагогов. И я хочу особо подчеркнуть, это, конечно же, труд работников дошкольных учреждений, потому что именно воспитательница в детском саду – это тот человек, который будет детям рассказывать: вы, ребята, живете в самой хорошей стране мира и так далее. Социализация на самом деле не прерывается никогда. Она проходит через всю жизнь человека. У человека меняются представления о политике, объем его знаний, проходят исторические события в его жизни, которые накладывают определенный отпечаток на его социализацию. И человек, он никогда не консервируется в этом процессе, он постоянно меняется. Таким образом, вот этот процесс политической социализации, вечный, да, постоянный, он проходит через всю жизнь человека. Но основная, скажем, основная база его закладывается именно в детстве, в подростковом возрасте. Почему на это надо обращать особое внимание? Вторая функция – это функция политической артикуляции. Артикулировать – это значит четко проговаривать, четко произносить. То есть окружающая среда высказывает свои требования в сторону власти. Как правило, через средства массовой информации. У нас сегодня наиболее мощный канал – это, конечно же, не только телевидение, но и интернет, где люди на тех же форумах или через, скажем, систему электронного правительства могут высказываться, да, могут какие-то запросы делать, задавать вопросы и так далее. А затем один из мощнейших каналов
артикулирование – это общественные организации. Многие из них создаются специально для того, чтобы решать ту или иную проблему. Ну, например, всем известный вам комитет солдатских матерей. Благодаря вот этому комитету у нас в стране в свое время прошла реформа армии. И, наконец, политические партии. У нас мощный канал артикулирования, партийные лидеры, наши депутаты, которые партии представляют в парламенте, они проговаривают те чаяния, запросы, которые делают им граждане. Наконец, есть у нас такой канал, как лобби. Он может быть скрытым, может быть открытым. В любом случае мы к нему тоже обращаемся. И вся вот эта вот, скажем, структура вот этих агентов коммуникации работает массово для того, чтобы государство, власть услышали те требования, которые общество к нему на данном этапе процесса политического хочет озвучить. И здесь я хочу сказать, что очень большую роль играет, конечно же, наша политическая культура, потому что частенько граждане, в общем-то, наши могут не проговаривать, они могут говорить на кухне, кухонные так называемые, да, политики, они могут говорить в стенку, в телевизор, куда угодно, но научиться грамотно высказывать свои пожелания, свои требования, это, конечно же, один из таких самых, наверное, желаемых сегодня этапов развития политической и правовой культуры у нас в России. Поэтому, пожалуйста, да, учитесь этому, узнавайте, куда надо обращаться, в какой форме. Сегодня очень много вот таких каналов. И прежде всего вот это канал интернета, электронного правительства. Следующая, третья функция – это политическое агрегирование. Агрегирование или, если его переводить вот буквально, это окультуривание. Слово, конечно, не совсем правильное, но вот агрос в переводе с греческого означает культура. Наши с вами вот эти вот разрозненные, частные, личные, не всегда правильно оформленные требования необходимо превратить в политические документы. Кто же этим занимается? Вот кто занимается политическим агрегированием? Это функция, очень такая особая функция политических партий. Именно они занимаются агрегированием постоянно, выкладывают наши пожелания в виде сначала своих предвыборных программ, вы все с ними знакомы, знаете, да, читали. Далее, значит, вместе с программой партия идет на выборы, и попав уже в законодательный орган, там она будет уже вот эти наши с вами требования оформлять в законодательные акты. Это такой сложный процесс. Весь этот процесс агрегирования, как правило, ложится на плечи политических партий. Поэтому да, несмотря на то, что у нас множество есть и общественных организаций, у нас появился сегодня электронный формат партии и так далее, да, тем не менее партия как живая общественная сила, она, конечно, не исчезнет, потому что вот эта функция, которую никто за партию выполнить не может, функция агрегирования. Мы с вами, например, можем захотеть, скажем, чего-либо, да, мы можем по-простому это озвучить, скажем, я хочу, значит, переехать, получить квартиру, а вот уже партия будет, значит, участвовать в программах сноса ветхого жилья, оформлять эти программы, да, закладывать бюджет, она будет формировать программы ипотечные, программы помощи молодым семьям и так далее, и так далее. Да? Вот это все ложится на плечи политических партий. Поэтому да, это сегодня вот такая незаменимая функция политических партий. Наконец, есть еще одна функция в политической системе, функция входа, называется политическая коммуникация. Мы должны помнить, что коммуникация сегодня это не просто передача знаний и информации, да? Это еще и взаимосвязь. Взаимосвязь между структурными элементами, компонентами, и взаимосвязь, она может быть не только вот горизонтальной, то есть в настоящее время, в текущий момент, но и вертикальной, то есть исторической. Так, например, политическая коммуникация горизонтальная – это та информация, которую мы слышим сегодня из телевизора,
по радио, мы читаем, вот смотрим интернет, да, смотрим, читаем вот эти новости. Это та информация, которая вот сегодня на нас в большом количестве, где-то, может быть, слишком большом, обрушивается. И особенность ее в том, что вот будучи большой, объемной, она не вся, конечно, доходит до нашего сознания. Мы ставим барьеры у себя в мозгу, мы ставим серьезные барьеры для того, чтобы отсеять, отбросить, не все запомнить. И да, мы запоминаем только то, что нам хочется запомнить. Вот особенность политической информации сегодня вот в этом. Поэтому за нас идет борьба между носителями вот этой информации, между теми, кто хочет достучаться до нас. Идет борьба за то, чтобы пробиться вот через наши вот эти сети, да, через нашу решетку, вот эту так называемую. Коммуникация вертикальная, она отличается тем, что там сохраняется только самое, наверное, насущное, самое главное, самое основное. И вот получается, у нас 4 функции входа. Политическая социализация, которая формирует гражданина и является, пожалуй, самой важной функцией входа. Она работает на будущее, на то, что в будущем будут граждане, которые будут способны поддерживать вот эту политическую систему, а значит, она просуществует еще не 1 десяток лет. Так? Это посыл в будущее. Политическая артикуляция – это функция, которая позволяет системе слышать окружающую среду, не быть глухой. И значит, эта функция артикулирования, она еще требует от окружающей среды грамотного подхода. То есть важно не просто кричать, важно говорить грамотно, через правильные каналы, и правильно посылать вот эти требования в сторону власти. И третья функция – это политическая артикуляция, которая оформляет наши с вами требования в политические документы, позволяет уже принимать позже на их основе решения. И, наконец, политическая коммуникация – это то, как мы внутри политической системы общаемся, передаем информацию, наши чувства, эмоции, и более того, мы эту информацию передаем от поколения к поколению, почему коммуникация бывает не только горизонтальной, но и вертикальной.